Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим расширенное совещание глав администрации сел, поселка, руководителей отдела администрации района, а также в соответствии с законом Республики Абхазия собрание района заслуживает отчет главы администрации о проделанной работе 2023 года. Перед тем, как начать работу, я хотел бы вам представить уважаемого гостя Каму Алексеевну Гоги, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по статистике, с презентацией программы по ведению статистического учета в администрации сел и поселков. Спасибо за приглашение и за организацию встречи с главами администрации вашего района. У вас такой сельскохозяйственный район Абхазии. 10 сельских советов – это основная масса населения, живут в селах, получается. И последняя закладка по хозяйственных книг у нас тоже проходила, и мы раздали новые по хозяйственные книги. Более того, эти похозяйственные книги были усовершенствованы, вы обратили это внимание, и данные по сельскому хозяйству до этого периода никогда не обрабатывались, к сожалению. За этот период мы разработали программу электронной отчетности по данным ваших похозяйственных книг. Более того, ваши похозяйственные книги, которые ведутся в книжном формате, вы можете вести и в электронном формате. Эта идея у нас уже лет 7-8 витала, но не все районы были готовы для того, чтобы вести электронную отчетность. Но ваш район впервые обратился к нам, мы очень рады. Значит, район, оснащенный компьютерной техникой, это тоже радует, потому что даже не во всех организациях это инструмент, так сказать, нашего нынешнего общества, без которого мы не можем никуда шагнуть. Вас, насколько я знаю, обеспечили, это очень радует. И то, что касается чисто сельскохозяйственной части, сколько земли, любой глава администрации может по этим данным потом составить земельный баланс. То, чего у нас после Советского Союза, как рухнул земельный баланс, очень редко в каких администрациях ведется. Это очень важная тоже часть. Сколько у нас под пашней, сколько у нас обрабатывается и так далее, сколько у нас в растениеводстве мы по корням там сделали, если вы обратили внимание. Но по данным Минсельхоза, когда они должны нам предоставить урожайность, последние 2 года мы даже продукцию, выращиваемую в администрациях, по хозяйствах, мы смогли перевести на объемы урожайности. Когда вам нужна помощь от государства, государство должно знать, в каких объемах оказать помощь. То есть это не просто наша прихоть. И, естественно, часть статистики. У нас проблема еще состоит в том, что проводить, как в России, за рубежом, и периодически выборочные какие-то тематические, или сельхозперепись, или еще какую-то часть, и основные фонды, или позже в одном. У нас нет таких возможностей в финансовом плане. Поэтому мы продумали и решили именно по данным хозяйственных книг составить эту часть статистики в сельском хозяйстве, которая у нас, к сожалению, отсутствует. Колхозов нет, совхозов нет, все живут для себя, и слава Богу. Но что у них есть, сколько у них есть, какая помощь нужна будет, все возможно в этой жизни. Государство, руководство страны должно иметь информацию. Тем более главы администрации, они должны в полном объеме знать, что у них в районе. Хочу представить вашему вниманию отчет об исполнении бюджета Гурьевского района за 2023 год. Доходная часть бюджета за 2023 год выполнена на 108%, при плане 312 миллионов 700 тысяч рублей с фактическим поступлением 337 миллионов 800 тысяч рублей. Из них собственные доходы составили 135 миллионов 500 тысяч рублей, при плане 110 миллионов 400 тысяч рублей, или 122%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление собственных доходов увеличилось на 44 миллиона или 48%. В течение 2023 года в бюджет Гурьевского района были внесены изменения, в результате которых доходная часть бюджета была увеличена на 45 миллионов 200 тысяч рублей. Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета является подоходный налог.
удельный вес которого составляет 50%. За анализируемый период 2023 года из 13 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям. Расходная часть бюджета за данный период выполнена на 99%. При плане 325 миллионов 700 тысяч рублей фактические расходы составили 322 миллиона 400 тысяч рублей, что больше на 22% расходов за аналогичный период 2022 года. За анализируемый период по разделу «Резервные фонды» из резервного фонда главы администрации Гурыпского района при плане 8 миллионов 800 тысяч рублей кассовый расход составил 8 миллионов 800 тысяч рублей или 100%. За счет средств резервного фонда президента Республики Абхазии была оказана материальная помощь жителям Гурыпского района, пострадавшим в результате стихийного бедствия, на общую сумму 1 миллион 450 тысяч рублей. Была выделена сумма 2 миллиона 950 тысяч рублей на приобретение спецтехники для ЖКХ. За счет средств резервного фонда Кабинета министров Республики Абхазии были приобретены специальная техника на общую сумму 3 миллиона рублей, насосное оборудование на сумму 538 тысяч для нужд ЖКХ, а также на приобретение оборудования нужд ЖКХ Гурыпского района 3 миллиона 277 тысяч рублей. Всего на сумму 6 миллионов 816 тысяч рублей. Итак, всего в Гурыпском районе на 1 января 2024 года зарегистрировано 1305 налогоплательщиков. Плановые показатели налоговых и иных платежей, администрируемые налоговой инспекцией Гурыпского района за 2023 год, выполнены на 127,8%. То есть при плане 112 миллионов 939 тысяч 100 рублей поступления платежей в бюджет района составили 144 миллиона 382 тысячи рублей. Динамика роста поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 139,7%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила плюс 31 миллион 443 тысячи рублей. За аналогичный период прошлого года при плане 76 миллионов 128 тысяч 100 рублей поступления налоговых и иных платежей в бюджет района составили 103 миллиона 370 тысяч 800 рублей. В разрезе по видам налоговых платежей плановые показатели выполнены по всем видам без исключения. Так, по налогу на прибыль при плане 20 миллионов 396 тысяч 500 рублей фактическое поступление данного вида налога составило 25 миллионов 365 тысяч 200 рублей. Выполнение составило 124%. Динамика роста 184,1%. По подоходному налогу выполнение составило 124%. При плане 55 миллионов 610 тысяч рублей. Фактическое поступление составило 69 миллионов 214 тысяч 100 рублей. По НДС выполнение составило 142%. При плане 18 миллионов 260 тысяч рублей фактическое поступление данного вида налога составило 26 миллионов 800 тысяч рублей. Динамика роста составила 142%. Наиболее крупными плательщиками НДС являются ИП Гуландзе, ИП Шанава, ИП Павлов, ООО «Радуга» и так далее. По акцизному налогу при плане 3 миллиона 400 тысяч рублей фактическое поступление составило 3 миллиона 428 тысяч 900 рублей. В процентном соотношении выполнение составило 101%. Динамика роста 139%. По налогу на землю выполнение составило 137%. Наиболее крупными плательщиками земельного налога за 2023 год являются общество с ограниченной ответственностью «Агудзера Парк», ООО «Кару», «Логистик-центр Групп», «Вина и воды Абхазии», ООО «София» и так далее. Далее хочу отметить, что МНС по Гурыпскому району проводит работу по администрированию новых объектов налогообложения. Также проводятся контрольные мероприятия по соблюдению правильности начисления и уплаты налоговых платежей. В 2023 году нами поставлено на налоговый учет
159 новых налогоплательщиков. Общее количество объектов размещения на 1 января 2024 года составляет 69 объектов с номерным фондом 434 номера. Поступление налоговых платежей от данных объектов за 2023 год составило 3 миллиона 382 тысячи 200 рублей. Общая сумма задолженности по налоговым платежам на 1 января 2024 года составляет 22 миллиона 889 тысяч 300 рублей. Поскольку у нас по итогам года пока нету никакой информации, то я зачитаю отчет о проделанной работе по итогам 9 месяцев 2023 года. Объем производства за 2023 год по итогам 9 месяцев выполнен на 239,3%. При плане 939 миллионов 523 тысячи 700 рублей. Фактически объем производства составило 2 миллиарда 248 миллионов 461 тысячу 600 рублей. Сравнительно с аналогичным периодом прошлого года объем производства увеличился на общую сумму 1 миллиард 308 миллионов 937 тысяч 900 рублей. То есть в процентном соотношении с аналогичным периодом прошлого года это 232,6%. По инвестициям за 2023 год по Гулрипскому району общий объем инвестиций составил 360 миллионов 936 тысяч 400 рублей. Было введено в эксплуатацию 28 объектов в 2023 году. А также по инвестпрограмме за 2023 год введены на капитальный ремонт дороги в населенном пункте Шап, чей инвестиционный фонд составляет 131 миллионов 570 тысяч 200 рублей. По двум объектам дорогам, это по улице Пшапская и по улице Победы, капитальные ремонты завершены. Вот, например, по улице Пшапская сметная стоимость работы составляет 15 миллионов 914 тысяч 800 рублей. Также завершено, как я сказал, уже по улице Победы. Сметная стоимость составляет 29 миллионов 798 тысяч 500 рублей. По двум объектам этим дорог, по капитальному ремонту дороги, частично выполнены работы по улице Погожатская, это на 48 миллионов 379 тысяч 200 рублей. Завершение этих работ, капитальных ремонтов, планируется на 2024 год. Также по улице Братьев Кисян. В развитии Гулрипского района до 2030 года в перспективе прогнозируется инвестиционный вклад в размере от 18 миллиардов 390 миллионов до 21 миллиарда 390 миллионов рублей. Это дом отдыха «Каскад» и Алтай 350 миллионов, дом отдыха Агудзера 1 миллиард, дом отдыха Лазурь 1 340 миллионов, Гулрипш 2023 и Альфа Плюс от 15 до 18 миллиардов. Планируется такой прогноз. Производственно-логическая компания, там планируется 700 миллионов. Население. Численность наличного населения в Гулрипском районе в 2023 году составляет 17 620 человек. За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 17 689 человек. Население по национальному признаку делится следующим образом. Абхазы 5920 человек, что составляет 33,6% от общего числа населения района. Армяне 8245, это 46,8%.
Русские 1990, это 11,2%. И представители других национальностей это 1465 человек, что в процентном соотношении составляет 8,4%. В том числе это белорусы, украинцы, греки, эстонцы, чехи и представители других национальностей. Количество родившихся. В 2023 году родилось 88 детей, в 2022 году 106. В том числе 56 детей мальчики, 49 девочек родилось. Количество умерших в 2023 году составляет 165 человек. В 2022 году количество составляло 232 человека. Ну, радует тот факт, что в этом году на 67 человек меньше, как бы так получается. Рынок труда. Количество занятых по Гулрыбскому району составляет 7672 человека. Из них более 5000 человек – это самозанятые. Значит, среднемесячная заработная плата самозанятых – это частный сектор, это индивидуальные предприниматели. У них среднемесячная заработная плата составляет 12 тысяч рублей. В организациях, в государственных предприятиях работает 2176 человек. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в госсекторе, составляет 14 333 рубля. В частном секторе занято 852 человека. Общее количество индивидуальных предпринимателей – 496. В целом средняя заработная плата по району в 2023 году составила 12 661 рубль, в 2022 году 10 874,8. Количество специалистов в сфере здравоохранения составляет 401 медработник. 2023 год был сложным годом для тружеников села. Холодная весна задержала начало сельскохозяйственных работ по всем сельхозкультурам. Несмотря на трудности, весноспашка проведена на 800 гектаров. В последние годы в районе активно занимаются выращиванием клубники. Это экономически выгодно. Площади под клубнику занимают 50 гектаров. Сбор урожая клубники составляет 500 тонн. МТСом Гулрыбского района произведена весноспашка на площади 86 гектаров для посева кукурузы на зерно в рамках помощи семьям погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Всего помощь оказана 120 хозяйствам на сумму 419 239 рублей из средств резервного фонда администрации Гулрыбского района. Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия в 2023 году бесплатно выделено Гулрыбскому району 2950 литров ядохимикатов для организации работ по уничтожению коричневого мраморного клопа, американской белой бабочки, а также для лечения растений от грибковых болезней. Всего в районе цитрусов занимают 1127 гектаров. Это 531 055 корней. Государственный сектор 233 гектара. Это 100 200 корней, переданы в аренду юридическим лицам. Сбор урожая цитрусов 2022 года составлял 22 тысячи тонн. В 2023 году собрано 12 тысяч тонн цитрусов. Кроме цитрусов в районе выращивают разные субтропические культуры. Это хурма, фейхоа, инжир, киви. Виноградники, вина и воды Абхазии заложены на площади 250 гектаров. На реализацию государственной целевой ведомственной программы развития сельского хозяйства на 2023 год Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия за счет республиканского бюджета выделено 7 925 тысяч рублей для реализации 18 сельскохозяйственных проектов. Управление сельского хозяйства Гулрыбского района планирует организовать в селах собрания жителей по актуальным вопросам сельского хозяйства и привлечь специалистов из научно-исследовательского Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Мы уверены, что у крестьян будут много вопросов к специалистам, и они получат исчерпывающие ответы по всем вопросам. За 2023 год было проведено 2 конкурса, по результатам которых было выкуплено 15 объектов. В соответствии со статьей 28 Закона Республики Абхазия от 5 августа 2016 года о приватизации республиканской и муниципальной собственности, 50% от приватизации муниципальной собственности зачисляются в местный бюджет. Таким образом, в 2023 году бюджет Гулрыбского района от приватизации муниципальной собственности пополнился на 13 678 762 рубля.
Также отделом ведутся ежеквартальные начисления за имущество, находящееся в аренде. Сумма арендных платежей за 2023 год составила 2 миллиона 244 тысячи 789 рублей. По отделу землепользования и архитектуры поступило, значит, на прошедший год 305 заявлений, в том числе рассмотрено 279 удовлетворено рассмотрено заявлений, удовлетворено на предоставление земельных участков. 29 заявлений находятся в стадии рассмотрения, изучения, там надо необходимо проверить площади и документацию. Под приусадебное пользование и индивидуальное строительство выдано земельные участки 180 гражданам на площади 34 га. 74 индивидуальным предприятиям и юридическим лицам представлены земельные участки для строительства средств размещения объектов гостиничного типа. В последнее время появляется, значит, тенденция спрос у людей для строительства мини-гостиниц, малых предприятий для размещения, значит, туристов. Это помогает, значит, и бюджету, само собой, но в дальнейшем тенденция будет продолжаться. Значит, спрос в этой сфере у граждан повышенный. Значит, по поручению главы администрации района с февраля месяца 2023 года проведены работы по уточнению границ расширения аэропорта. В настоящее время, значит, практически все работы по выявлению площадей, объектов, которые передаются в аренду, уточнены. С февраля 2023 года главой администрации Гулиевского района создана комиссия по инвентаризации сельскохозяйственных угодий в районе. Сотрудники отдела вместе с главами администрации района занимались этой работой. Но в настоящее время итоги подведены и сформируем, значит, итоговый документ и будет представлен руководству района. С марта месяца 2003 года, как я уже повторюсь, по заданию руководства района и кабинета министров, отдела администрации землеустройства занимается непосредственно, принимает участие в работе по подготовке документации передачи зданий и сооружения аэропорта. Эта работа занимает, значит, немалое время, так как там объекты большие, и все работы, которые проводятся, принимают участие сотрудники отдела землеустройства. В 2023 году, помимо основных текущих работ, таких как содержание автодороги республиканского назначения на участке Киласур-Кадор, очистка канализационных колодцев, ремонт и содержание систем водоснабжения и канализации, уборки стихийных свалок, порезка сухостоя и прочее, произведено значительное количество работ, свидетельствующих о повышении темпа развития предприятия. Так, в третьем квартале 2023 года выполнены ремонты 2-3 этажа здания администрации. Капитально отремонтированы санузлы, установлены окна на торцевом фасаде здания, выполнен ремонт входной площадки, выложена брусчатка на прилегающей территории. В преддверии Нового года произведены работы по покосу и последующему благоустройству зеленых полян, прилегающих к зданию, где далее была установлена новогодняя атрибутика. В целях предотвращения появления стихийных свалок на обслуживаемой предприятием территории приобретено необходимое количество мусорных контейнеров. Также выполнены работы по укладке асфальта в селе Каштак по Обжуйскому шоссе 4-й тупик. И там же была выполнена работа по восстановлению ливневой канализации. И в селе Пща было выложено по улице Безымянной гравийное покрытие. Выполнение вышеперечисленных работ осуществлялось в ускоренном темпе, также благодаря тому, что предприятию в 2023 году была оказана существенная помощь со стороны главы администрации Гулиевского района Саида Геннадьевича Харадзе, президента Республики Абхазия, Кабинета министров и Министерства финансов. Таким образом были приобретены 4 единицы спецтехники, 2 спецмашины на базе ГАЗ, трактор «Беларус» с прицепом и мини-экскаватор. Кроме того, приобретены стабилизаторы, новый трансформатор и новые насосы для насосной станции в селе Дзугута для бесперебойной подачи воды в районе. Также приобретен и установлен в настоящее время успешно эксплуатируется дизельный генератор для беспрепятственной работы администрации при отключении электроэнергии. За год было установлено дополнительно новых трансформаторов, 33 трансформатора. Заменено 51 трансформатор, которые вышли из строя. Установлено железобетонных опор 231 штук. Также по сегодняшний день продолжается замена железобетонных опор. Подвешен сып различного сечения. АЭС
46 километров. Подвешен провод также СИП протяженностью 25 километров. Также было восстановлено высоковольтные кабеля 25 КТП. В результате погодных условий было множество аварий, которые были оперативно устранены. На сегодняшний день различным видам деятельности было выдано больше 10 мегаватт тех условий для получения, которые будут заниматься разными видами деятельности. Нагрузки на сегодняшний день по району в связи с похолоданием составляет 35 мегаватт. Сравнительный отчет о реализации электроэнергии управлением СБыт Гулибский филиал РУП Черноморэнерго за январь-декабрь 22-23 годы. В Гулибском районе общее количество абонентов составляет 9110. Из них абонентов с однофазными приборами учета 5101 абонентов. Абонентов с трехфазными приборами учета 352 абонентов. По установленному нормативу без прибора учета однофазной 2812. По установленному нормативу без прибора учета трехфазной 502 абонентов. ИП индивидуальные предприниматели, значит 342 абонента. Льготники по району 736. Ну, бюджетные организации и акционерные общества по району 89 абонентов. На 2023 году установлено, значит, 587 приборов учета нового образца. Из них однофазных 375 штук, трехфазных 212. Для организаций установлено 79 коммерческих приборов учета. То есть эти новые образцы, которые расход передает прямо в управление Черноморэнерго. Отчет о проделанной работе за год отдела образования Гулерыбского района. Итак, в Гулерыбском районе функционирует 13 общеобразовательных школ, 12 средних школ и 1 неполная средняя школа. 2 школы с абхазским сектором, в целом они абхазские, 2 школы с 2 секторами обучения, абхазские и русские, и 3 русские школы, 6 армянских школ, 3 детских садика, 1 спортивная школа. Общая численность учащихся школ на 1 января 2024 года составляет 1958 человек. В школах Гулерыбского района работает 304 педагога. Количество работников детских садов составляет 77 человек. Из них педагогические работники 33 человека, административно-технического персонала 44 человека. Количество детей, занимающихся в спортивных секциях, составляет 308 человек. Материально-техническое состояние школ и детских садов района крайне неудовлетворительны. Все 13 школ района нуждаются в капитальном ремонте. Сравнительно недавно на баланс отдела образования была переведена Каштакская школа. На сегодняшний день она не функционирует, также нуждается в капитальном ремонте. Общая сумма финансирования бюджетных средств по отделу образования за 2023 год составляет 139 миллионов 278 тысяч 112 рублей, из которых 89% составляет заработная плата. В целях улучшения качества состояния образовательных учреждений отделом образования за счет бюджетных средств были выполнены следующие работы за текущий год. Ремонт забора по периметру детского сада «Амра», ремонт автобусов отдела образования, в том числе капитальный ремонт дизельных двигателей 2 автобусов, демонтаж, монтаж, установка окон, очищение септиков, установка дверей, обустройство оград, организация поездок на участие в соревнованиях по боксу, вольной борьбе, волейболу, баскетболу и так далее.
В школы и детские сады Гулрыбского района систематически приобретается необходимый инвентарь, школьные комплекты парт, доски, ноутбуки в отдел образования, Пшапскую среднюю школу, Гулрыбскую среднюю школу. Произведен ремонт классных помещений в ряде школ района, приобретен инвентарь в детские сады, в спортивную школу, детские скамьи, шкаф, стеллажи, рулонные шторы, принтер, пожарные щиты, огнетушители и так далее. Расходы на содержание и ремонт школ в бюджете района увеличиваются ежегодно. Руководством района оказывается реальная поддержка отделу образования и школам в целом с учетом имеющихся возможностей. За счет доведенных денежных средств администрации района выдана надбавка поварам и помощникам повара. В детские сады Гулрыбского района оказана материальная помощь детям, оказавшимся без опеки и попечения родителей. Произведен текущий ремонт кабинетов отдела образования, реконструкция кровли в школе, в Дранской средней школе, частичная оплата курортно-санаторного лечения педагогам района. Для приведения школ в соответствующие нормы, значит, требуется существенная поддержка республиканского бюджета. Хотелось бы отметить, что на протяжении всех послевоенных лет в Гулрыбском районе не проводился ремонт ни одной школы. В ряде школ, которые находятся в аварийном состоянии, нужно полностью заменить канализационную систему, электропроводку. В аварийном состоянии находятся также крыши. Из-за постоянных протечек кровли серьезную озабоченность вызывает штукатурка потолков, которая осыпается и иногда обваливается. Неоднократно выписывались административные штрафы и предписания. Для решения всех перечисленных выше проблем необходима серьезная государственная поддержка. Несмотря на все сложности в системе образования Гулрыбского района работает ряд прекрасных педагогов, которые являются серьезной опорой для отдела образования. И надеюсь, конечно, что при слаженной работе лучших педагогов и сотрудников отдела образования удастся добиться поставленных целей и реализовать намеченные планы по повышению качества образования и воспитания подрастающего поколения в районе. Ехеза бюджет усу лафахох мачух кана хочек аудиореквацин усу цварат пхалара. Администрация хадара рацхара обзорана, а лафахуяцерца хярхуна аджек виджек рыда аштат екшоп ухаравой. Абзарам занчам таза Абсна культура министр Иван Корту ехезху жлар раджара республика центр имя пнагуз акобе зло ицаджа хахзис измаз Агала-концерт ашқа апхерарыман район акушырыт көп көдірі. Күчарыла алтышабзи көгярпшыны күгілейт ақопшыца ржапхе. Апснеме пасоны хүтқыл пас көріқны район ақымта хүчкөйснай апхерарыму. Уйму апснан тазге район акушырыт еробас ашыхырыт коллективква имачымкваны хамтадуква ранаршыхи. Пхачкун мгза алагамтаза район ана шырхайткала ацара құша анапхгара А культура кушаусуица администрация хадари хартаз ацхарари обзораны лирым шылы дахнахурц халтайт апснаджинч тулпи бешрани тахаз автандил гуарамия ян Валентина Тимирипха гемуа гуарамия. Ауюлаша абхар разцу апсу абхызба джарпшига пшиню жижба шукса азхыцыз Валентина Тимирипха район администрация хдала ахамта кваланашан. Хаш тразкун пханчкун жвипшачны Лататуя трагедия қнитахаз аргуала шарайзкыз район администрация имя пнагуз акция квахрылыхон. Итахазр хатгун корқны ашт шицраква штахти. Аджинч тулпи бешра на район ацейсу итахазр чапха ана шархайт калайме прыгу загуала шарат хулпазы хчала хархуй. Пханчкун вежиж барзы мачара кыта а культура тханача ичкан ашук шчыцыз биянухат концерт. Ехезы район ақнауыз даалу ақошар дугупка хпахаму. Уртиреу кодры, марух, ахтамар. А культура тқуша ацхыр арала матала ютала и кушо парта коллективку. Еробаса культура тханақны артуп ашахурат студиоква юйба. Гулрыб района хучква а культура рыла азара хавкыси қацаны
аус здаауала иахьазы ҩышәҩык инереиҳауп. На 2023 год лимит бюджетных обязательств комитета составил 2 миллиона 845 тысяч. Исполнение бюджета составило 99,9%. Денежные средства были направлены на содержание комитета, приобретение спортивного инвентаря и проведение спортивных мероприятий. За 2023 год молодежь района принимала участие в таких соревнованиях, как первенство по кёкушинкай карате город Ростов-на-Дону, Кубок Абхазии по волейболу, Кубок Абхазии по баскетболу, чемпионат Абхазии по баскетболу. Также футбольная команда Варча принимала участие в Кубке Абхазии по баскетболу. Сборная Гулыбского района по боксу принимала участие на турнире в городе Сочи. Многие спортсмены занимали призовые места. Именно за данный период было завоевано 11 золотых медалей, 7 серебряных и 9 бронзовых. Силами Комитета молодежи и спорта Гулыбского района были проведены следующие спортивные мероприятия. Открытый республиканский турнир Гулыбского района по боксу, посвященный 30-летию Дня Победы и Отечественной войны народа Абхазии. Открытый республиканский турнир Гулыбского района по домино, посвященный 30-летию Дня Победы и Отечественной войны народа Абхазии. Кубок Гулыбского района по шахматам, чемпионат Абхазии по тайскому боксу. Также была оказана помощь команде по конному спорту для участия в соревнованиях. Также была оказана помощь в проведении тренировочных сборов спортсмену, представляющему Республику Абхазия в Российской Федерации в новом спортивном направлении, а именно в кулачных боях. Кроме того, для юных спортсменов были приобретены различные спортивные товары и спортивный инвентарь. Также в 2023 году активно велась работа в сфере молодежной политики для пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания. Общая сумма расходов на приобретение спортивного инвентаря и проведение спортивных мероприятий за 2023 год составила 1 миллион 194 тысячи. Комитет молодежи и спорта выражает благодарность руководству администрации Гулыбского района за оказанную поддержку. Аинформациа ҟәша аусура иалагеит иаҳаҩсыз аҩнызқьи жәохәҟа шықәсазы август мза инаркны. Аинформациа ҟәшаҿы аус ҳуеит хҩык аусуҩцәа сазааҭгылозар хықәкы хадас иҳамоу ҳара Гулрыԥшь араионаҿы имҩаԥысуа еиуеиԥшым ахҭысқәа, ауснагӡатәқәа ажәлар рҟынӡа инаҳгоит. Аинформациа ҭаҳгалоит Facebook, ВКонтакте ҳәа изышьҭоу асоциалтә ҳәақәа рҟны. Иара убас администрациа иҭнажьуа агазеҭ далҵабала адаҟьақәа рҟны. Ари аамҭа иналагӡаны ҳара иҭҳажьит ҩ-номерк, иара убас шәихани жәижәа информациа статиақәа. Аинформациа статиақәа иҭаҳгало ирыцуп афотосахьақәа, иара убас авидеонҵамҭақәагьы. Иҭаҳгалоит ҩ-бызшәакны, аԥсышәалеи, урыс бызшәалеи. Иара убас ари ииасыз аҩнызқьи жәохәҟа шықәсазы ҳахьтәоу акабинет аҟны аус ахьаҳуа имҩаԥган аиҭашьақәыргыларатә усқәа. Всего в поселке Гулрыпш было установлено 131 прибор учета подвесного типа, из них 50 трехфазные и 81 однофазные. После установок значительно упали нагрузки, а также улучшилась оплата за электроэнергию. Приборами учета охвачены улицы администрации поселка Гулрыпш. Улица Солнечная, улица Кольцевая, часть улицы Абжуйского шоссе, улица Курортная и часть улицы Барба-Богатырь. За указанный период в администрацию поселка Гулрыпш за справками различного содержания обратились и были обслужены 700 человек. Первичные паспорта получили 40 человек. Прописалось 102 человека, выписалось 41 человек. 25 семьям было выделено первичное жилье, из них 7 семей репатриантов. На заседаниях по земельной комиссии было рассмотрено 71 заявление о выделении земельных участков под строительство различных объектов и под ЛПХ. Администрацией поселка Гулрыпш также проводились различные работы на территории поселка. Обрезка деревьев в поселке Абудзера, покраска бордюров в деревья, чистка дренажных систем. Возле дома номер 2118 построена детская площадка. Также в поселке покрашены и обновлены все детские и спортивные площадки. Приобретен и выделен инвентарь для детской площадки по улице Бигвава и по улице Ботаническая. По улице Курортная построена новая детская площадка. По Абжуйскому шоссе в поселке Гулрыпш установлены 2 новые остановки и восстановлены 2 остановки общественного транспорта.
По улице Курчатова в поселке Агудзера был проведен сып протяженностью 1 километр 450 метров, заменены уличные фонари в количестве 35 штук, проведены работы по очистке русла реки Парнаут в 2023 году, проведена очистка и восстановление памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Проведен ремонт кровли дома номер 36 и 21 в поселке Агудзера. Проведена расчистка и ремонт ливневого канала по улице Курчатова. Проводились организации праздничного стола и концерта ко Дню Победы Великой Отечественной войны Республики Абхазия. Организация ряда праздничных мероприятий на Новый год. Выделено 250 метров сыпи и 13 плафонов на восстановление уличного освещения по улице Беглава. Организация футбольного турнира ко Дню Победы Великой Отечественной войны Республики Абхазия. Была восстановлена стела в поселке Агудзера. Была оказана помощь детям с ограниченными возможностями, малоимущим семьям, сиротам и многодетным семьям на общую сумму 1 миллион 390 тысяч рублей в 2023 году. Годовой отчет по селу Мачара Гулибского района за 2023 год. Общая площадь села 2110 гектаров, 1160 хозяйств, 3166 человек количество населения, из них 1647 мужского пола и 1519 женского пола. Утвержденных штатных единиц 6. Проведена работа в отношении статистического учета. По хозяйственный обход, перепись населения и принадлежащих населению домашних животных, птиц, фруктовых деревьев позволила иметь понимание о том, что выращивают и в каком количестве сельчане. Проведены работы по определению назначений земельных угодий. Проведены работы по замене энергетического оборудования, столбов, проводов. Проводится работа с населением. Выдано справок в количестве 580 штук. Сбор налога за приусадебный участок в 2023 году выполнен на 110%. Малоимущих семей 3, количество детей-инвалидов 7, детей-сирот 2. Всем им неоднократно главой района оказана финансовая помощь. Со всеми этими семьями мы на связи, мы постоянно контролируем, стараемся помогать. Оказана материальная помощь пострадавшим семьям во время ливневых дождей. Также оказана материальная помощь семьям, пострадавшим от ветра. Регулярно проводится очистка ливневок. Проведено берегоукрепление русла реки Мачара на аварийных участках. По улице Заречная отремонтирован участок проселочной автодороги. Впервые в районе проведем праздник урожая, в котором все села, в том числе и наши, приняло активное участие. Хочется отдельно поблагодарить главу района. Саид Геннадьевич, вы нас во всем поддерживаете, задаете тон работы, что нам помогает работать с каждым днем лучше, чем вчера. Благодарю вас. Гулибский район, Кыта Дранда, Яцана Кыта, Пшапа Кыта, Скабына Кыта, Ярахата Дранда Кыта. А Кыта Дранда, ава абсырала хепхедзарала иқоп хынызики вишви безвик, ава анхара тыпко сепцов, зики вишви хынижви яко хуштааран. Анхартат фонда иқоп хыши юнижвей за гектар адгилква. Дранда Кыта адгил цакырала инадзот, пшинызики безвишви вежи жва гектар. Урт ракон бекирала наскирала ханирха арендала вайрутоп ехетпия амтала юнизик южук пашуксаяца на кожа гектар генерихана. Адзита чракон акзоид ханижип шиба гектар, абна цакора надзоид шиши ханижи бишба гектар, а кытан хамеква рецаколара и надзоид хыши пшини жезеш гектар. И цуца рекало пшинизики бишви ханижи аба гектар. А район ацхара арала имя Пкопа Усура Копшапа Хаблача, ава абсыра дзилары и куршо. Юнижетзы, абриашукс, юнизик южук пашуксарзы, арза халарвин, район ацхара арала, юнижетзы, Пшапа Хаблача, дзиланас, ава абсыра дзирзнеу бус, ваханастахымкани и куршо, и топ хаталыр хотан хацуги, харгинас, кыта ахадай хасабала.
Дранда хаблы, бабушеры хаблы и мазло, а хайр багваза хицо амедуаче, зиградска сиха шарта размаза, ацхачуцы и тыган и шекургулоб. Зникте культура и нас хайрацу культура те арх пахихарцу убра, и дзие свод апархага гванатон, ацхачевдергула зарла дар ажраку и бзин и имданы и рыцкёб, ацхачуцы шекургулоб, дранда хаблаче шекургулоб ханижа шахаква. Ацухаква псахрацот, ацухаква псахрази, псаху пехетпел, и жих башук сейныцкала, и гирташук скоракумкан, ацухвал и псаху километра. Района Гана хала ацхрара рытоп, а тацурак, ахучквар ацухахик общевики, и нерихана, хипхедзарала хучквахику тацура ацхрара рытоп. Жаха тацура, айбешра инвалидцу, ахучква ацхрара рытоп. Согласно учету на территории администрации села, состоящий из 18 населенных пунктов, на 2009 год общая численность постоянно проживающих лиц составляла около 250 человек. Точное количество было сложно обозначить, потому что люди приезжали, уезжали, был такой поток. Женщины, мужчины, старики в общем. Зданий и сооружений разного назначения было 520, вместе с жилыми и нежилыми домостроениями. На сегодняшний день около 80% зданий и сооружений разрушились, пришли в негодность. Население сванской национальности сократилось до количества 51 человека. Касаясь работы земельной комиссии администрации села Ажара, за период с 2010 года по сегодняшний день распоряжением администрации Гулибского района о выделении земельных участков более 100 граждан Абхазии получили участки площадью 0,06 га под дачное строительство. За прошедший год в этом направлении работа продолжается. Руководство района всячески поддерживает обращение граждан Абхазии на выделение земельных участков. На наш взгляд, выделение земельных участков на данной территории необходимо продолжать, потому что каждый гражданин Абхазии любой национальности должен иметь право на дачное строительство на данной территории с целью его развития. Хочу подчеркнуть, что к состоянию мостов в прошедшем году руководство района в лице Саида Геннадьевича обратило особое внимание. Из местного бюджета были выделены средства для ремонта мостов и текущего ремонта самых сложных участков главной и проселочных дорог. Поставлена задача перед администрацией села завершить работы в кратчайшие сроки. Под руководством главы администрации села в октябре месяце прошлого года работы были начаты. В декабре месяца прошлого года работы были завершены. Так были отремонтированы 6 мостов по главной дороге Мачара, Южный приют, в селах Копчара, Зыма, Чхалта, Ганцыш, Умаришара, Сакян, с полной заменой несущих балок и деревянного настила. На всех мостах заменены железные крепежи, скобы, установлены отбойники. Мосты освещены лампами дневного света. Также освещены подъезды к мостам и центры сел. В центре села Ажара восстановлены 10 лампионов с заменой старых фонарей на светодиодные. Местами проложен новый электрический провод СИП. Такая же работа проведена в селе Чхалт. Мосты в селах были расширены и усилены, что позволяет быть уверенным в их надежности и долговечности. Произведен ремонт помещения администрации села Ажара, подведена вода с установкой водяной помпы. При личном участии главы администрации села Тимура Чагава приведен в порядок небольшой храм в селе Чхалта. Храм освещен прожекторами, и ночью его очень видно так красиво, когда приезжаешь, такой хороший эффект. Также при поддержке руководства администрации района и личной инициативе наших друзей, сотрудников отдела службы госбезопасности, которые располагаются в селе Ажара, ведутся переговоры по изготовлению и установке трафаретов с обозначением населенных пунктов, рек, опасных участков дороги на территории села Ажара. За 2023 год было 4 неочередных заседания по изменению бюджета. Это много о чем говорит, то, что за счет этих изменений бюджета были решены немало вопросов. То же самое насосная станция, техника ЖКХ была приобретена, новогодние мероприятия, особенно мероприятия к 30 сентября, ну и много чего. Хочу поблагодарить, конечно, руководство района, сельских глав, начальников отделов, то, что ведут тесную работу с депутатами, всегда нас слышат, общий язык находим, понимаем, решаем вопросы. Я скажу несколько слов о том, что нас окружает, нашу Абхазию. Очень сложная обстановка международных отношений.
вы все получаете информацию, средств массовых информации, да и наши ребята тоже участвуют, добровольцы наши в боях на Донбассе, вот, привозят их, они погибают там. Поэтому это напрямую и нас касается. И поэтому мы как никогда должны быть едины и консолидированы, и выполнять все, что запланировано, особенно в сфере обороны, деятельности. Уважаемые депутаты Собрания Гулибского района, уважаемые коллеги, прошедший год обозначил много вызовов. Хочется отметить, что сделано немало. С Божьей помощью доходная часть бюджета Гулибского района за 2023 год выполнена на 108% по всем 13 показателям доходной части бюджета. Экономические показатели района дали возможность дополнительных поступлений в бюджет, что позволило направить денежные средства на укрепление материально-технической базы объектов жизнедеятельности района, повышение уровня жизни нашего народа, работников бюджетной сферы, образования, здравоохранения и культуры, оказание материальной помощи социально уязвимым слоям населения. В администрацию района обращаются граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и им выделяется материальная помощь. Из средств республиканского и районного бюджетов произведены единовременные выплаты в виде материальной помощи на общую сумму 9 миллионов 671 тысяча рублей. С Божьей помощью и при финансовой поддержке неравнодушных граждан нам удалось трижды в апреле, в сентябре ко Дню Победы и декабре 2023 года в честь рождественских и новогодних праздников оказать материальную помощь 178 семьям с детьми-инвалидами, сиротам, малоимущим и многодетным семьям на общую сумму 4 миллиона рублей. Оказана помощь 4 малоимущим семьям на улучшение жилищных условий на сумму 500 тысяч рублей. Как вам известно, в 2023 году мы праздновали 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, 15-ю годовщину признания Республики Абхазия. Администрацией Гулибского района проведены работы по развитию инфраструктуры и благоустройству района. Праздничные мероприятия, посвященные ко Дню Победы и приуроченные к нему праздник урожая, посетили более 3000 человек. Всего на подготовку и проведение празднования израсходовано 4 миллиона 659 тысяч рублей. Установлены по всей территории района баннеры, посвященные Великой Победе. Администрации района оказана материальная помощь 185 инвалидам и семьям погибшим в Отечественной войне народа Абхазии на сумму 3 миллиона 83 тысячи рублей. Организован праздничный банкет на 400 человек с участием ветеранов войны и семей погибших. Задав высокую планку по организации празднования Дню Победы, на достойном уровне проведены мероприятия по организации празднования Нового года и Светлого Рождества Христова. Всего на подготовку и проведение мероприятий израсходовано 4 миллиона 188 тысяч рублей. Установлены елки в крупных населенных пунктах района. Проведены праздничные театральные представления, где были розданы подарки детям. Администрацией района за счет спонсорской помощи были исполнены новогодние пожелания 87 детям, проживающих в Гулибском районе, и роздано 400 новогодних подарков детям на общую сумму 750 тысяч рублей. Традиционно Гулибский район – район сельскохозяйственный, с огромным потенциалом. Развитие сельского хозяйства – это продовольственная безопасность нашей республики. И основным приоритетом для администрации района является развитие сельского хозяйства, закладка однолетних и многолетних культур. С целью развития предпринимательства в сфере сельхозпроизводства в 2023 году в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия районам направлено 25 сельскохозяйственных бизнес-проектов. Из них одобрено и профинансировано 18 проектов на сумму 7 миллионов 922 тысячи рублей. В 2023 году
в администрации началась систематическая работа по регулированию правоотношений в сфере землепользования. Рассмотрено за 2023 год 276 обращений по вопросам выделения земельных участков, в том числе под приусадебное землепользование 180, под сельхозпроизводство 22, под строительство объектов туристического назначения 68, под строительство складских помещений и торговых объектов 6. За отчетный период представлено в аренду 279 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 155 гектаров под однолетние культуры и 124 гектара под многолетние культуры, 22 физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. 180 гражданам передано в наследуемое владение 34 гектара земельных угодий для введения личного подсобного хозяйства. Гулибский район обладает большим экономическим потенциалом в различных направлениях, в том числе и в сфере туризма. До Отечественной войны народа Абхазии на территории района функционировало 13 объектов санаторно-курортного назначения различной категории. В настоящее время из восстановленных функционирует 1 объект, 6 объектов на стадии проектирования, по которым планируются частные инвестиции от 300 миллионов до 18 миллиардов рублей. Одновременно наблюдается тенденция на увеличение обращения граждан по вопросу выделения земельных участков под новое строительство объектов санаторно-курортного назначения. Администрация Гулибского района представлены под эти цели земельные участки площадью более 23 гектаров, 77 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Услуги посредством размещения туристов в 2023 году оказывали 4 юридических лица. Общее количество номеров 55. И 66 физических лица. Общее количество номеров 368. В том числе 8 индивидуальных предпринимателей с общим номерным фондом в количестве 98 номеров начали свою деятельность в этой сфере в 2023 году. Благоприятный инвестиционный климат прослеживается не только в туристической сфере. Так, администрация района выделен ООО «Абхазская цитрусовая компания» земельный участок площадью 7 гектаров для создания производственно-логистического комплекса по заготовке, хранению, переработке, реализации цитрусовых плодов и продуктов их переработки. При запуске объекта планируется открытие более 130 рабочих мест. Ориентировочный объем инвестиций – 700 миллионов рублей. В 2023 году общий объем инвестирования по Гулибскому району составил 360 миллионов 936 тысяч рублей. В 2023 году при непосредственной поддержке президента Республики Абхазия пополнена материально-техническая база жилищно-коммунального хозяйства района. Приобретено 4 единицы спецтехники, в том числе трактор «Беларусь» с прицепом стоимостью 2 миллиона 950 тысяч рублей, 2 единицы спецтехники на газе стоимостью, на базе газ стоимостью 3 миллиона рублей, мини-экскаватор стоимостью 1 500 000 рублей за счет собственных средств. Также ведется ремонт зданий администрации Гулибского района. Пристальное внимание в районе уделяется вопросам предотвращения наводнений. В 2023 году проведена работа по расчистке русел рек. Из резервного фонда Кабинета министров Республики Абхазия выделено денежных средств на сумму 69 миллионов 643 тысячи рублей на реализацию 6 проектов в данном направлении. Расчищены русло реки Мачара в селе Мачара и реки Парновод в поселке Гулырипш. Проведены работы по выпрямлению проймы реки Кодор в 3 участках. Восстановлен мост на реке Малая Скурча в селе Пщап. Проведены работы по устройству мостовых сооружений через реку Малый Кодор в селе Кацикыт на сумму 10 миллионов 365 тысяч рублей. Из средств местного бюджета отремонтированы и освещены 6 мостов на территорию села Ажара на сумму 10 миллионов 106 тысяч рублей. Наша цель – учесть интересы и потребности всех жителей района, независимо от их возраста, национальности и социального статуса. Мы стремимся создать условия
для благополучия всех жителей, способствуя развитию района и повышению качества жизни. Анализируя ситуацию о проделанной работе, мы готовы ставить перед собой смелые амбициозные задачи на 2024 год. Планируем проводить дальнейшую работу по решению социально значимых проблем. Остро стоят вопросы материально-технической базы, учреждений образования, что способствует оттоку более 400 детей, проживающих в районе. Дети уезжают в город Сухум, в школы и в детские сады. Из 13 школ одна школа в Мерхиул в аварийном состоянии, остальные 12 необходимо капитальный ремонт. Из 3 функционирующих детских садов 2 детских сада требуется капитальный ремонт. Наряду с вышеизложенным также необходимо восстановление Каштакской школы и 2 детских садов, переданных району Институтом сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Мы будем обращаться к руководству страны с просьбой по вопросу строительства школы-интерната для детей из малообеспеченных семей, а также реабилитационного центра для детей-инвалидов. Остро стоят вопросы капитального ремонта Гулибского военного госпиталя Министерства обороны Республики Абхазия, на базе которого размещены Гулибская центральная районная больница. Актуально для социально-экономического развития района завершение ремонта рынка в поселке Агудзера и строительство завода по переработку сельхозпродукции, запуск которого позволит решить вопросы с некондиционной продукцией и обеспечить внутренний рынок не только соками, джемами и другой натуральной экологической чистой продукцией, а также открытием новых рабочих мест. Актуален в 2024 году вопрос по ремонту мостов, дорог и других объектов инфраструктуры Гулибского района. В настоящее время существует проблема с мостом в селе Мерхиул по военной Сухумской дороге. Нами направлено письмо в Кабинет министров и выражаем надежду, что проблема будет решена. Развитие курортной сферы, увеличение количества средств размещения туристов выдвигает вопросы охраны природы и функционирования системы водоотведения. Необходимо строительство современных очистных сооружений. Для укрепления материально-технической базы служб района необходимо специализированные транспортные средства и техника в количестве как минимум 15 единиц. На 2024 год мы ставим задачи по привлечению жителей района, особенно подростков и молодежь, к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. Следовательно, встает вопрос о наличии спортивных площадок и ремонта имеющихся спортивных залов во всех населенных пунктах района, включая школы. Наряду с этим нужно решить вопросы ремонта районного дома культуры и клуба поселка Агудзера. Одной из главных целей, которые мы ставим перед собой, является духовное нравственное воспитание молодежи, привитие и основе кодекса и принципа кодекса Апсвара и вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. В рамках поставленной цели мы следуем важной задаче – возвращению мировоззрения молодежи к национальным и духовным истокам. Планируется строительство монастыря, если будет Богу угодно, в селе Матяра Гулибского района на высокой сопке, под которой выделен земельный участок площадью более 1,5 гектара. Уважаемые коллеги, от всей души позвольте поблагодарить вас за проведенную работу. Мы задаем высокую планку и рассчитываем в 2024 году многие вопросы, которые перед нами стояли, завершить и изменить жизнь к лучшему наших граждан.